Не исправлять ошибки, а предупреждать их решили в Республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы. Сотрудники ведомства провели семинар, целью которого обучить представителей других органов государственной власти нюансам антимонопольного законодательства. Также в рамках мероприятия подвели итоги деятельности управления за первый квартал 2021 года. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия переходит от требований взысканий к методической помощи представителям органов государственной власти, из которых мало кто сегодня может похвастаться прозрачностью действий при осуществлении деятельности и отсутствием нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Руководство УФАС готово к открытому диалогу, взаимодействию, консультированию тех, кто из года в год совершает одни и те же ошибки. Для них организован обучающий семинар с обсуждением результатов правоприменительной практики за первый квартал текущего года. В прошлом году было подписано соглашение между ФАС России и Республикой нашей о том, что мы в том числе будем помогать нашим органам власти и бизнес-сообществу в применении законодательства о контрактной системе и законодательства о защите конкуренции. То есть это те сферы, где непосредственно идет помощь бизнесу и идет противодействие незаконным действиям органов власти. Обсудили вопросы государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, надзора в области рекламы, в сфере закупок, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Пригласили всех органов власти и бизнес-сообщества республики для того, чтобы рассказать, какие новеллы есть в законодательстве, объяснить им, ответить на все их вопросы, рассказать, где мы защитили, где нам удалось защитить интересы бизнеса, где органы власти допустили нарушения интересов, прав и интересов бизнес-сообществ наших, ну и обычных граждан, потребителей наших. Поэтому мы здесь рассказываем об этом не для того, чтобы сказать, какое там плохое муниципальное образование, то или иное, либо министерство, а для того, чтобы их обезличенно об этих нарушениях сообщить, для того, чтобы предотвратить в дальнейшем данного рода нарушения. Не только с их стороны, но и со стороны их коллег. Батыр Тачиев подвел итоги деятельности за первый квартал 2021 года, акцентируя внимание на госзакупках. Здесь же разобрали типовые ошибки органов власти, включая муниципалитеты. Нашим управлением за первый квартал было рассмотрено 12 жалоб при осуществлении закупок. По итогам рассмотрения 7 жалоб было признано обоснованными, либо частично обоснованными, 4 жалобы необоснованными. Основные допускаемые нарушения – это нарушение содержания условий контрактов, необоснованный допуск или отклонение участников закупки, нарушение в части содержания протоколов, нарушение описания объекта закупки. В первом квартале управлением возбуждено 2 дела о нарушениях требований законодательства Российской Федерации о рекламе на основании заявлений, поступивших в управление в конце 2020 года. Одно из них касается противоэпилептического препарата «Лирика», известного также под названием «Прегабалин», реклама которого запрещена российским законодательством. Возбудили дело в отношении этого общества, находится оно в Москве. На связи оно не вышло, но нарушение есть у них, и штраф будет для них от 300 до 700 тысяч рублей. Всего Ингушским управлением антимонопольной службы в первом квартале текущего года уже вынесено 81 постановление об административных взысканиях на сумму более 1,5 миллиона рублей. По вынесенным постановлениям взыскано штрафов в размере 42 тысяч. Мадина Джанхотова, Ахмед Эсмурзиев, Данил Тимурзиев, Вести Ингушетия.